Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости канала. Давайте сегодня на песочке посмотрим такую тему. Как изменится ваша личная жизнь этой зимой? Чего ждать, на что надеяться, но от чего, соответственно, остерегаться. Если тема интересна, посмотрите, пожалуйста, на песочек и загадайте на себя. Назовите свое имя и спросите, как изменится моя личная жизнь этой зимой. Надеюсь, вы настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, как изменится ваша жизнь личная этой зимой, на что надеяться и чего остерегаться. Так. Ну, вы знаете, девочки, вот кто зашел, тот молодец. Вот. Почему так говорю? Потому что вижу, что вы у меня, вот она, видите, в центре раз и в центре два. Может, это две разные девочки, а может быть, это две стороны одной и той же девочки, да? Разные стороны натуры. Во-первых, смотрите, девушка идет счастливая, красивая, с букетом, либо с чашей, да, то есть она идет такой, знаете, победительница, императрица идет, такая вся холеная, цветущая, беззаботная, уверенная в себе, в завтрашнем дне, знаете, как хозяйка жизни идет, вот так хочется сказать. Кто у меня из девочек в личной жизни не чувствовал счастья, не чувствовал радости? Вы могли быть в паре, при этом быть абсолютно одинокой и несчастливой. Вы могли быть и без пары, и также себя чувствовать. В любом случае, я вижу, что ваша жизнь наполняется радостью. Первая ваша радость идет от самой себя. То есть вы будете радоваться сама себе. Какая я стала, как я выгляжу, какая я умница, какая я молодчинка, какая я красоточка. Знаете, вот прям будете восхищаться. Возможно, вы что-то будете делать, какие-то, может быть, процедуры проходить, может быть, худеть будете, кто-то может наоборот поправляться. В любом случае, я вижу, что вы просто в каком-то ореоле, да, светитесь, как вам хорошо и как вы довольны тем, что происходит. У многих девочек в жизни выстрелит работа, финансы, работа, реализация. То есть вы будете заниматься любимым делом и получать прекрасную отдачу от этого дела. То есть, знаете, как на душе будет радостно, тепло будет на душе. Ни от кого независимая, самостоятельная. Все, что надо, у нее есть. Все, что хочет, может приобрести. Никаких проблем нету. Да? Никто нигде там не донимает, не досаждает. Замечательно. Дальше. У вас через эту радость собственной, да, значимости идет радость в любви. Во-первых, многие девушки начинают замечать мужчин, которые вам там подмигивают, на вас засматриваются. Будь то коллега на работе, будь то в пробке, может быть, мужчина, либо там в транспорте, да, мужчинки там посматривают на вас. Вы раньше вся были такая скукоженная в своих заботах, в работе, в делах. Вам некогда было и голову поднять. Да? Какие-то мужчины вы вообще не замечали. Вы постоянно были тет-а-тет со своими проблемами. Да? А Теперь у вас есть время, вы по сторонам смотрите, вы радуетесь, я не знаю, там, природе, погоде, снежку, там, даже дождю, может, радуетесь, всему радуетесь. И вы видите, с каким интересом на вас смотрят мужчины. Как много мужчин проявляет к вам интерес, скольким вы нравитесь, сколько симпатизируют, сколько хотели бы к вам приблизиться. У вас такая вот пора начнется после Нового года, когда вы, понимаете, вы от себя, да, не ожидая, начнете там флиртовать направо и налево, знакомиться направо и налево. У вас, кстати, очень много дорог идет, да, очень много свиданий у кого-то пойдет. Это могут быть как и свидания, да, для девушки, которая пытается наладить свою эту личную жизнь, так и может быть много общения с мужчинами, знакомств для даже уже замужней дамы.
у вас прям такое, знаете, внимание сплошное. Сплошное внимание от разных мужчин идет. Мало того, вот у какой-то девочки вот идет мужчина, вот он, видите какой? Он идет в кольце. То есть это человек, который будет делать вам предложение руки и сердца. Бурак вам будет предлагать, любовь будет предлагать, себя будет предлагать. Слева идет, потому что вы в этом человеке то ли не уверены, то ли сомневаетесь, то ли когда вот я вам, например, говорю, вы говорите, да нет, да ну нет, мне там 70, да, какой там мужчина, откуда? Вот он идет, хороший мужчина, светлый идет. Не сомневайтесь в этом мужчине, дайте ему возможность хотя бы близко к вам подойти, да, с вами общаться, поговорить, раскрыть свою душу. Не рубите мужчин. Особенно вот я говорю женщинам, которые уже были в браке, да, которые в браке разочаровались, которые больше не хотят. Не рубите вы мужчин, дайте возможность просто поговорить. Ну, кто знает, может, вы дружить будете, может быть, вы, не знаю, дело какое-то придумаете, да. Мужчины же не только нужны для того, чтобы замуж за них выходить. Очень хороший человек идет. Очень хороший. Он, знаете, какой такой терпеливый, спокойный. Вот вы ему откажете, а он скажет, ну ничего, сейчас не получилось, значит, завтра попробуем. Завтра не получится, послезавтра попробую. Ну, такой, знаете, добрячок будет за вами ходить и уговаривать вас на любовь. С этой стороны, смотрите, какой у вас лебеденок красивый, да? Очень красивый. Это значит молодой парень, мужчина младше, чем вы. Внешне очень красивый. Прям такой, знаете, вот прям как с картинки, да? Просто лебедь же, да, у нас лебеди все красивые. Очень красивый человек. Молодой красивый человек. Начнет за вами ухаживать. Начнет проявлять к вам интерес. Он идет по правой стороне. Значит, правая сторона у нас для души, для сердца. Многие девочки воспримут эти ухаживания с большой радостью, но и с большой опаской. Потому что, ну, молодой мужчина в нашем обществе это не принято. Не принято. И только смелые женщины могут создавать семьи с молодыми мужчинами. А многие вот стесняются, либо, знаете, закомплексованность мешает. Да? Женщина думает, ну, сейчас еще более-менее, а что будет там, через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет? Понимаете, вот это смущает. Но мужчина очень прекрасный. Еще как бы лебедь, да, понимаете, это лебединая верность. Этот человек будет любить вас до бесконечности. У вас с этим человеком либо отношения начнутся, либо будет встреча и романтик начнется. Но он намного младше, чем вы. То есть намного это где-то вот лет, ну, скажем так, 7-10, да. У кого-то, может, даже 15 отыграется. Но я рекомендую, потому что по правой стороне идет, я рекомендую именно этого человека для брака. С этим по левой вы можете дружить, общаться. Да, такой вечный поклонник, можно сказать. А вот этот человек, он действительно может составить вам идеальную пару. Даже несмотря на то, что он гораздо младше, чем вы. Вот поверьте. Ну, вы будете настолько рады тому, что он в вашей жизни, потому что он такой и красавчик, и такая милашечка, и такой умненький, и такой вот рассудительный. То есть вы со временем вообще поймете, что вы абсолютно одинаковы, и что вы гораздо более девочка, да, чем он паренек, да, то есть как бы по возрасту я имею в виду. То есть он будет очень таким прям стараться для вас, для своей любимой женщины. Так, девочки, что еще хочу сказать? Хочу сказать, что здесь кто-то из вас поменяет свой статус. Кто-то уйдет от очень тяжелых, разрушительных отношений. Вот прям женщина рубанет в один момент, сама от себя не ожидая. То есть сейчас вот вы смотрите мою отсыпку, и у вас сложные отношения. Но вы боитесь потерять эти сложные отношения. Боитесь, что будет завтра, боитесь того, что будет в будущем. Может быть, боитесь остаться без материальной поддержки. Либо, ну, есть у вас причина, да, чтобы опасаться. То есть всяко бывает. Но у вас тут такой момент будет, что вас ваш мужчина, ну, так выведет, да, так выведет, что вы его просто, ну, в один момент, да, в один момент вещи соберете, либо свои, либо его, а он, знаете, он так обалдеет, потому что, ну, думал, что вы будете вечно терпеть и никогда ему отпор не дадите. Закончите вы эти отношения, сразу скажу, что будет за вами ходить, потому что, ну, он не привык к такому, да, для него это будет странно, он будет там вас подозревать, в чем-то, может даже обвинять, пытаться там вас поймать на чем-то. Но я вижу, что вы поставите точку и сделаете очень правильно, потому что те отношения, которые у вас были, они
но это полная деградация идет, да? Эти отношения не могли дальше продолжаться. Вы с этим человеком либо через определенный период времени заново сойдетесь, но это уже будет не зима, это уже будет туда подальше, на ваших условиях, и знаете, как под страхом того, что если маленькая какая-то любая ошибка, вы сразу же этого человека опять в игнор, да, в игнор и в бан. Вот, по-новому будут эти отношения. Либо вы уже, ну как, будете держать марку, да, с этим человеком не сойдетесь. Смотрите, что я хочу сказать. Вы почувствуете себя свободной, вы почувствуете себя счастливой. И как только вы, кстати, закончите эти тяжелые отношения, сразу же, буквально, там, я не знаю, тот же там день, да, ну, утрированно говорю, совсем в короткое время вы встретите настоящего своего мужчину, который вам по судьбе. Знаете, как интересно будет? Вы сразу поймете, что это он, а он поймет, что это вы. Возможно, даже вы уже знакомы с этим человеком, но вы как-то слишком в своих проблемах, у вас какой-то прям затравленный взгляд, не видите вы, да, не видите вы никого по сторонам. А то вы освободитесь, и головушка у вас просветлится, и так вы встретитесь, познакомитесь, либо другими глазами на друг друга посмотрите, и будут у вас отношения, будет счастье. Мне вообще здесь зашла ко мне женщина счастливая, женщина, которая избавляется от ненужного, сбрасывает балласт. Балласт может быть как сложные отношения, тяжелый мужчина, так и проблемы, которые у нее были по жизни, по судьбе, страхи какие-то, комплексы какие-то были. Что-то вас, знаете, вот за ножку держало, не давало вам летать. А душа постоянно просилась в полет. Понимаете? Я вижу, что вы этой зимой, вот как бы несмотря на то, что да, зима, она такая, ну, мало в ней цвета, все там черное, белое, серое, холодно, да, как-то вот не располагает. Да? А у вас это будет самое счастливое время за последние, может быть, ну, последние, может, 2-3 года, да, 2 так точно. Вот вы прям и успокоитесь, и выдохнете, и будете заниматься тем, что вам нравится, и довольны будете собой. И вы, понимаете, вы не остаетесь без внимания мужчин. Вот сколько бы вам лет не было, чем бы вы ни занимались, я вижу, что мужчина к вам клеится, напрашиваются, пытается к вам приблизиться, с вами пообщаться. Вот хочется вас именно хочется, вашего внимания. Кстати, готовьтесь, у кого-то тут сосед какой-то странный, да, будет вас каким-то странным образом провоцировать на контакт. Может что-то покостить мелко, потом приходить, говорить: ой, соседка, представляешь, вот кто-то у нас в подъезде этим занимается, что думаешь по этому поводу? Может, мы там как-то скооперируемся, там засаду устроим и прочее, прочее. То есть будет придумать что-то невероятное. Если есть у вас домашние животные, вплоть до того, что может выманить это животное из дома, спрятать где-то, а потом типа найти, прийти, как вот герой: я нашел твое животное, жду благодарности, пошли на свидание. Да? Мужчина сосед, он не молод, но он обладатель какого-то смешное лицо, либо выражение лица какое-то смешное, похож на какого-то смешного актера. Потому что вы вот, может, про себя как-то даже его называете, какую-то даже ему то ли имя дали, то ли кличку. Вот этот человек, он вам кажется странным, кажется, что он немножечко, может быть, не буду говорить это слово, да, но вы, вот кто знает, тот понял, о ком я говорю, да, вот и вы его так и считаете. На самом деле нет, он не такой, он просто немножечко такой, знаете, вот в детстве был ботаном, да, то есть не общался, не гулял особо, он не знает, как правильно, он не знает, как поступать. Девочки, зима будет очень жаркой, очень жаркой. Вот у кого-то вот в центре девочка вышла, у которой будет сразу несколько мужчин. Несколько. И вы ими будете просто жонглировать, да, как в цирке. Жонглировать этими мужчинами. С одним я, значит, встречаюсь, с другим я гуляю, с третьим я сплю, с четвертым мне там что-то покупает. То есть настолько вы будете роковой женщиной, вы сами от себя такого не ожидаете и никогда не ожидали. То есть сейчас вы сидите такая вся домашняя, теплая, скромная, но у вас зимой, я не знаю, тут такой рассвет идет, такое вот прям огненное состояние, девочки, будете полыхать.
Время прекрасное, просто прекрасное. Я советую вам насладиться по полной. Мало того, еще и сохраниться в этом состоянии до конца своих дней. Вот пусть эта ваша жизнь будет бесконечно долгой, чтобы вы вот прям так горели, и чтобы вот так вот жонглировали этими мужчинками, чувствовали себя абсолютно счастливой. Мои дорогие, на этом все. Если гадание вам мое понравилось, было полезным, пожалуйста, отметьте его лайком, напишите свой комментарий, мне будет очень интересно почитать. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.